Доброе утро! В эфире шоу «Всем подъем» и мы продолжаем. Сегодня в Приволжском районе состоится традиционные чтения. Они будут посвящены памяти просветителя ногайского народа Абдулхамида Джанибекова. Проект зародился, кстати, еще в 1991 году. Он направлен на сохранение этнокультурного наследия астраханских нагайцев. На джанибековские чтения в Астрахань приезжают известные фольклористы, ученые, этнографы и писатели из разных регионов России и даже ближнего зарубежья. Но в этом году в связи с эпидемиологической обстановкой чтения, конечно, пройдут, но без участия гостей и в формате семинара. Ну, подробнее на эту тему поговорим с нашим гостем. У нас в студии Ильдар Идрисов, президент Центра нагайской культуры ЭДГ. Доброе утро. Доброе утро. Ильдар, доброе утро. Итак, джанибековские чтения все-таки пройдут, да? Да, в формате лекции. Как это будет? Расскажите. Да, действительно, нестандартный год, и обычно приезжают гости, но вот эти условия Обычно это праздник пандемии, большой. да, мы, конечно же, немножко его переформатировали. Плюс еще накладывается такой момент, в этом году у нас 30-летие этнокультурного движения нагайцев в Астраханской области. А я думала, в 21 году 30-летие отмечается. Нет, но в 21-м будет 30-летие джанибековских чтений, а вот в этом году именно 30-летие, значит, самого движения этнокультурного, да. И поэтому у нас возник повод как раз сделать некую такую оценку, да, что произошло за это время, поговорить о проблемах. Мы как раз собираем всех, кто связан с нагайской культурой в Астраханской области, руководителей ансамблей, значит, историков, значит, наших местных краеведов, да. Будем вырабатывать некую такую стратегию, если можно так сказать, именно приспосабливая к современным, скажем так, особенностям. В частности, будем говорить о проектном подходе в сохранении традиций и вот родного языка. Даже специальный спикер есть, который будет как раз нас учить проектному подходу вот в этом направлении. Да. Ну вот вообще вопрос с сохранением родного языка. Вы знаете, я когда училась в школе во 2 классе, мне папа говорит: Альбина, надо учить язык. И в школе я была одна такая, кто решил учить нагайский язык. И со временем этот кружок, естественно, закрыли, потому что, ну, понятно, что я занимаю там человека, который мог бы в это время преподавать какие-то другие профильные предметы. Сейчас в школах во многих ЛИП преподают нагайский язык. Ну, вот как Наверное, раз нет. это одна из проблем, потому что в 2019 году, значит, возникли некие новые требования федеральные, которые предъявили требования к учебникам, и сейчас в формате уроков вообще нигде не ведется нагайский язык. Сейчас только в формате кружков. И вот моя основная задача и нашего общества как раз сделать, ну, некое такое переформатирование. Вообще нагайский язык, ну, условно говоря, сделать больше нагрузку на дополнительное образование для тех, кто хочет изучать. То есть в формате кружков, в формате даже в кружков, когда приходят и изучают не только дети, но и родители со взрослыми, да. И еще такой момент очень важный. Информационные технологии сейчас тоже позволяют же, да, это все осовременить. И мы как раз хотим... Какое-то приложение? Да, мы хотим как раз обсудить один из проектов по сохранению этого, скажем так, языка с позиции вот использования современных подходов. Ну, в частности, мы хотим вот сделать такой проект, скажем так, записи старожилов на родном языке. Оставить это потомкам. Ну, сами знаете, астраханские нагайцы, у них есть особенности языковые, и мы хотим вот сделать... Какая особенность языковая? Ну, как, допустим, каждый регион имеет свои особенности. У нас джокающий, на джок. Ну, есть особенности, которые нужно сохранять, а старожилы-то уходят, носители уходят. И вот мы такой проект будем реализовывать. И, кстати, еще один момент очень важный. Вообще-то вот такая инициатива, мы хотим объявить 2021 год годом нагайского языка. То есть от общества, но, возможно, эта инициатива будет поддержана другими регионами. Проблема очень большая, глобализация. Значит, люди хотят знать, но, мне кажется, нужно эту тему актуализировать и попробовать применить современный подход. Мне кажется, что вот я когда была ребенком, у меня не было такого желания учить. А вот когда ты взрослый человек, то есть я сейчас поменялась местами со своими родителями, и тогда тоже было столько же лет, сколько и мне, я бы сейчас, да, учила бы, потому что, честно, я своего родного языка не знаю так, чтобы... Действительно, обращаются молодые родители, то есть именно... Чтобы дать пример детям, они сохранить обращаются в общество, хотят изучать язык. Ну, и, кстати, еще один такой момент. Язык-то в основном нужен для какой? Не прям читать на нем, да, не литературный, разговорный, да. И сейчас вот второй формат – это клубы родного языка. Когда приходишь, говоришь на родном языке. То есть это тоже формат, в принципе, для городской культуры. Вот сейчас тема такая, ну, скажем так, хорошее времяпрепровождение, да, с некой такой пользой. Я хочу сказать, что сейчас знать свой родной язык – это круто, и это модно даже более чем. Несмотря на то, что, ну да, детям, может быть, это сейчас не так сильно интересно, а вот возраст
нашего. А сколько сейчас в Астрахани проживает нагайцев? Ну, у нас как раз такая особенность есть. Мы как бы в советское время были приписаны как татары, да, изучали татарский язык. Сейчас этот процесс постепенно идет вот возрождение. От переписи сейчас 8 тысяч. До этого в 2002 году было, значит, 4 тысячи. Ну, то есть идет некий такой процесс возрождения самосознания. Ну, до 10, до 15 тысяч мы можем, скажем так, вот именно это сознание возродить. Ну, это не наша задача. Каждый человек сам определяет себя, да, то есть свою национальность. Как только у вас появятся какие-то новые истории, новые темы для дальнейшего развития, обязательно ждем к нам Приходите. в Да, студию. спасибо большое. Спасибо огромное, что пришли. Конечно, с праздником 30-летия Спасибо. юбилей.